Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, білім алушылар және қазақ тілін өз бетімен меңгерем деушілер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сөз жасамдық жұрнағы. Сегодняшняя наша тема очень полезная, потому что она поможет вам пополнить ваш словарный запас. Если вы знаете, например, 10 глаголов, то вы можете сделать из этих 10 глаголов еще 10 существительных, и у вас в запасе уже будет 20 слов. Также вы можете из этих же существительных, нет, не из других существительных, если вы знаете еще 10 существительных, вы можете еще сделать из этих существительных еще 10, и у вас получится 20. Итого вы сегодня за один урок выучите 20 слов, 10 от глаголов и 10 от существительных. О чем мы говорим? Данный аффикс нам помогает сделать производное существительное со значением названий профессий и еще некоторых существительных. Сейчас я вам объясню. Добавляется этот аффикс к глаголам в инфинитиве. Посмотрите, инфинитив, туёк-ецтык, заканчивающийся на «у», это название самого действия. Ходить, делать, смотреть, жазу писать, куру видеть, тогда услышать. А также этот аффикс добавляется, словообразовательный аффикс, добавляется к самим существительным и делает производное существительное. Ойын, игра, бас, голова, сюрет, рисунок или картина. Давайте добавим. Здесь ничего сложного нет, есть твердый и мягкий вариант. Если слово твердое, мы добавим твердое, если мягкое, мягкое. Жазу, жазуши. Наверняка вы знаете, кто это жазуши, писатель. Вот мы говорим сейчас о профессии. Көру, көруші. Это смотрящий, тот, кто смотрит. Угу. Вообще здесь есть более употребляемый вариант көрермен. Но көруші тоже можно сказать. Теледидар көруші кім? Кто смотрит телевизор? Кто смотрящий телевизор? Угу. Және тыңдау. Слушать. Тыңдау. Ш. Слушающий. То есть не только название профессии, в основном название профессии, но также еще делающий. Это у нас получается в русском языке причастный оборот. Также по значению похоже на причастный оборот. Ойын, игра, ойыншы, игрок. Бас, голова, басшы. Это кто? Это главствующий, главный, начальник, басшы. Сюрет, рисунок, картина, сюретші. Это у нас кто получился? Художник. Вот таким же образом вы можете придумать очень много слов в казахском языке, которые будут давать значение причастного оборота и название профессии. И на сегодня, если вы усвоили эту тему, сделали все практические задания по данной грамматике, то вы прилично пополнили свой словарный запас. С чем я вас поздравляю. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Назарларыңызға көп рахмет.